Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. По факту обнаружения тел 64-летнего мужчины и его 57-летней супруги при тушении пожара в селе Сола Мегино-Кангаласского района следователи проводят процессуальную проверку. Пожар обнаружил сосед, который не смог проникнуть внутрь дома из-за сильного задымления. Дверь дома была заперта изнутри на крючок. Проведен осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия. На телах погибших телесных повреждений, кроме следов воздействия высокой температуры, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские, химическая, электротехническая и пожарно-техническая экспертизы. Директор Удачнинского производственного предприятия муниципального хозяйства обвиняется в коррупционных преступлениях. По сообщению Следственного комитета Якутии, на данный момент расследование уголовного дела завершено. В 2019 году, используя свое служебное положение в связи с прекращением трудового договора, она утвердила дополнение к коллективному договору предприятия и подписала приказ, на основании которого ей было начислено и выплачено около 2 миллионов рублей за непрерывный стаж работы. Кроме того, в период с января по март того же года обвиняемая издала незаконный приказ, на основании которого главному бухгалтеру предприятия были незаконно начислены более 1,5 миллиона рублей в качестве денежного вознаграждения при увольнении. При этом другим работникам предприятия в течение 3 месяцев не выплачивалась заработная плата за февраль 2019 года. Помимо этого, следствием собраны доказательства растраты денег. Она подписала документы, на основании которых юристу, который не оказывал услуг из кассы предприятия, было выплачено около 200 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой наложен арест. Также отмечается, что свою вину она признала в полном объеме. Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельным участком в Якутске. По версии следствия, 2 местные жительницы в период с 2016 по 2017 годы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя фиктивное свидетельство на право владения и постоянного пользования землей, выданного на основании несуществующего в действительности решения Якутского горисполкома от 1990 года, для строительства производственной базы оформили право на собственность на земельный участок. Его площадь составила 19 соток, кадастровая стоимость более 3 миллионов рублей. Впоследствии участок ими реализован другому лицу. Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве при покупке смартфонов через сайт объявлений в Якутске. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее украли дорогостоящий телефон. Подозреваемым оказался ранее судимый за угон автотранспорта 19-летний местный житель. Выяснилось, что ранее горожанка разместила на одном из сайтов объявление о продаже смартфона. Ей позвонил покупатель, и они договорились встретиться. Во время встречи покупатель сообщил, что перевел деньги продавцу через мобильный банк и показал экран своего телефона, где якобы отображались данные перевода. После этого незнакомец забрал товар и ушел. Вскоре стало очевидным, что никаких денег на счет заявительницы не поступило. Позже выяснилось, что она не единственная жертва мошенника. Еще одной жертвой лжепокупателя стал другой горожанин. Подозреваемый сдал похищенные смартфоны в один из цифровых ломбардов города. В ходе обысковых мероприятий одно похищенное устройство изъято. Также жертвой другого мошенника-лжепокупателя стала жительница Алданского района. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Она разместила на одном из ресурсов объявление о продаже гитары, на которое откликнулась женщина, сообщив о его покупке. При этом ею на телефон продавца направлена ссылка, заполнив которую последняя должна была получить деньги. Пройдя по ссылке, потерпевшая ввела свои данные, после чего с ее счета были сняты деньги. Покупатель впоследствии на связь не вышла. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится предварительное расследование. Прокурор города Удачного поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в незаконном сбытии наркотиков, совершенном в крупном размере. Установлено, что в период с 13 по 19 ноября 2019 года он 4 раза реализовал наркотики различным людям, а также хранил в целях дальнейшей реализации по месту своего проживания расфасованную партию в крупном размере, которая была изъята в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и полиции. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках.